Орк. Красавица моя. 14-й соболь у нее нынче. И он... О, видите. 14-й соболь у нее. Пошла-то нынче на соболь. Азартные. Сучки они больше это самое. Ну, более быстро учатся. Особенно на мелкую дичь. Это как я заметил. Очень азартные. Хорошая собака попалась на старости лет. Мне-то уже за ней не угнаться. Был бы моложе. Ну, такие собаки обычно. Собаки хватает на 30, на 40 штук. Там она уже все кончается. Ну, от кормежки, наверное, зависит еще. От количества соболя. Соболь, соболишка. Так, смотрим на дерево. Вот до сюда. Допрыгивает эта собака. Это хреново. Потому что вот на мелкое дерево, когда загоняет, вот так прыгать начинает. Но и соболя тоже разные попадаются. Беспокойные, которые не сидят крепко, а спрыгивают. И она их давит. Задавит и бросит. Уже дело сделано. Так обычно и так и бывает. Соболя отпускаешь по следу. И следом идешь. И не успеваешь дойти, собака уже обратно приходит. И уже глаза прячет, задавила, да снег затоптала или закопала. И вот без соболя я остаюсь. Так тоже бывало у меня. Ну, раз находила, покапывал. Вот она, хорка. Сколько ей? 2 года будет, а 2 года ей будет уже. Еще не рожала. Гуляет. Да, раньше у меня тоже собака была. Сучка. Тоже по соболю хорошо шла. Но вот как осенью соберешься в лесе, она брюхатая сидит. Вот так вот. Вот чем они плохие сучки-то. Вот собаку привязали. Сейчас начнем отстреливать соболь. Ружье для соболевки у меня 22 ВМР. Вот, с длинными патронами. Но вот когда соболя стреляю, я вот обычные тозовочные патроны 5,6 ОЛ называются они, да? Вот. Вот с ними стреляю. Но вот при такой стрельбе пуля очень слабая получается. Иногда голову даже не пробивает. 20 метров соболины не пробивает. И вот ставлю прицельную планку на 100. Когда до 15-20 стрелять можно. А со своими родными патронами соболя сильно разбивает. Ну, голова разлетается. Поэтому так делаю. Вот, соболь уже подстрелен. Собака
аж отвертки лечит. Вот она наша добыча. Вот так вот. Не сильно крупный, маленький свобод. Так вот. Вот. Цель. Цель нашей охоты. Ну чё, с полем, да? Опять? Ну, успокойся, ты успокойся. Ну, после того, как подстрелили, вот, опять камерю этим черным снегом нижним слоем вычищаем кровь, чтоб соболь у нас был, ну, товарный вид имел, как говорится. Вот так вот. Например, вот так вот. Со снегом вот так вот. И маленько так вот даем ему, что впитала кровь. Впитала кровь снегом. Вычищаем, короче. И, ну, в рюкзак ложим. Если там капканы, топор, ну что уж, завернуть тряпочку положить. Шерсть не пристыла, топору, ну, железо, чтобы шерстинки не пристыли, потом у него дефект может образоваться. 22 ВМР хороший калибр. Так-то. Ну, в основном вот свои родные патроны я на глухаря, на зверя стреляю. Если по месту попасть дикого оленя, там, косулю можно убить. Так-то пуля-то резкой будет, резкой. А вот на соболя голову разбивает. И поэтому что рябчиков, что соболей стреляю. Ну вот. 5,6 ЛР. Ну, жалко, патроны не во всяких магазинах в наших краях. И дорогие. Но зато у него точность очень высокая. Метров 150-200. Можно срезать глухаря. Бывало, срезала. Так вот. Все, пойдем еще дальше, наверное. Поищем кого-нибудь так-то. День еще ранний. Ну вот, смотрим. Это соболь, самочка маленькая. Капкан попадала. Видно, что вывернула ногу. Ну, на ногу захватывающий капкан попадалась. Вывернула ногу, а потом, видишь, отгрызла вот эту вот часть и ушла. И по всем признакам это сейчас у нас получается начало декабря. Ага. Первая декада декабря. И до этого времени, скорее всего, вот это вот так залечиться не могла. Это прошлогоднее. Интересно, сколько возраст этой самки, 2 года получается, да? Скорее всего, там, ну, не сильно маленькая самка. Маленькая самка все равно, но выжила. А не, это прошлогодняя по степени. Это как его... по степени заживания полученной травмы, это вот прошлогодняя. В прошлом году, видать, капкан попадалась и ушла. И вот, как видите, благополучно дожила. Вот даже жирок есть маленько.
Даже жирок есть маленькая, не сильно худая. Но все равно, наверное, мешало прыгать. Вести, как говорится, полноценный образ жизни. Но все равно выжила. А потом залетела она вот на этот, на давящий капкан. Вот видите, на голове это гематома, где вот одна сторона захват был, и второй захват вот здесь, за туловище был. Ну, двусторонний вот этот давящий капкан, типа канадского капкан попалась. И на захватывающий капкан вот эта вот соболюшка уже бы не пошла. Она уже очень хорошо знала, что может попасть ногой, что железяки эти опасны. Она вот на давящий попалась. Вот. Обычно они вот так вот ноги перегрызают поздней весной или вот ранней осенью, когда тепло. А вот морозы-то они не сильно долго сидят на захватывающих капканах. Ну, пока перегрызут, они замерзают. Это с прошлого года без ноги осталось. У меня тут-то, в принципе, на последние 2-3 года я уже начал пользоваться этими давящими капканами. Без ноги соболь не уходил. Года 4, может 3 назад. Нет, не уходила еще. Без ноги соболь не уходил. У меня это многозахватывающий, это сочепа. Их сразу подкидывает наверх. И вот они там даже ноги погрызть не успевают, замерзают. Вот это видишь. А это вот лыжа викинга. Это у меня шпильку сломала. И вот не хватает длины шпильки. Вот я и стянул, чтобы шпилька достала. Так-то вроде бы тут она разжалась. И вот маленько нагреваю, чтобы форму взяла. И как по-разному приходится в тайге выкручиваться из положения. И сейчас-то шпилька вот эта вот должна достать. Ну, вроде бы по магазиновской, это как его, сверял с оригиналом. В прошлом году вот так вот оригинал сломался. И сверял с ними, взял. А до этого, короче, здесь тоже шпилек-то не было. Мурановские выправил и их засунул. И, видать, ее и расширила. А сейчас маленько возьмет свою. Еще полчасика постоит, может, это удержит обратно. Думаю, сильно не расщеперится. Даже если на сантиметр уйдет, у меня сантиметр еще останется. Либо полсантиметра, чтобы болт вошел хорошо. Затянуть. Ну вот, сегодня ровно месяц, как мы в лесу. Ну вот, моя добыча по пушнине. Вот по 5 штук сложил. Так вот 7 стопочек. Вот это вот тоже 5. Еще 2 сверху. 42 соболя тут у меня в куче. Вот еще 2 неободранных висят. 2 соболя неободранных еще висят. Вчера снимал. И на улице одна. Ну, в общей сложности 45 штук на сегодняшний день. Ровно месяц, 25-й. Как говорится, календарный месяц. А сейчас мы их сложим.
эту бочечку. Другой тары я что-то я не вижу, куда можно их запихать. Надо бывает, что мыши стригут. Такой свой труд-то. Ну, ничего, очень хороший, говорю. Солод переход был хороший. Видать, ну, по осени. Собакой. Ну, тут больше половины собакой, наверное. Это около 30 даже собакой взял. Остальное капканы.